Так, мы в эфире. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 10 октября 2022 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Аслан Арцуев Реалити в ТикТок. Напоминаю вам, что этот стрим я загружу себе на YouTube канал Reality, HRCI. Также напоминаю, друзья, ставить лайки, писать комментарии и распространять ссылку на наш эфир, так как наши стримы и вообще наш канал YouTube запрещен на территории фашистской России и нам всячески мешают доносить до людей правду. Давайте вместе противостоять ГБшно-русистскому злу. Доброго дня, доброго, Яночка. Здравствуйте, всех вас приветствую, друзья. Пишите лайки. Меня спрашивают, вот пользователь поделился трансляцией, спасибо. Меня спрашивают, когда будет стрим, чтобы быть готовым к стриму. Видимо, люди хотят послушать с самого начала. Ну, так у меня не всегда получается выйти в определенное время. Вот сегодня решил выйти пораньше, да. Стрим, так как должен буду. И то будет, наверное, недолго. Постараюсь подольше, но пока не придет весточка. Так, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Шухрашион 82. Слава Украине, героям слава. Алейкум салам. Сову машволь, шаверга машволь. Друзья, вот, делитесь. Хотел бы сегодняшний стрим я хочу посвятить тому, что сегодня утром нас постигли печальные новости, ожидаемые новости, ну печальные. Украина обстреливается, Украина находится под огнем. Обстреляли Киев, только что смотрел ужасные кадры, горят машины. Утверждается, что в машинах остались люди, и они тоже сгорели. Некоторые были еще живы. К большому сожалению, обстрелян Запорожье, город Запорожье, Харьков и другие города, друзья. Несколько городов обстреляно. Это вроде бы ответочка. Ответочка на подрыв моста. Мы не знаем, кто взрывал мост. Вероятно, идет грызня между русскими террористами из ФСБ и ГРУ. Вероятно, идет грызня между путинской бандой против патрушевской банды. Вероятно, может быть, да, мы допускаем, что наши взорвали этот мост. Мы тоже не исключаем эту возможность. Я думал, что взрыв произошел, именно грузовик был взорван, но потом в комментариях я читал от людей разных, что это был не взрыв грузовика, а вероятно даже это была ракета или взрыв произошел под мостом и так далее. Мы пока этого не знаем. Украинское руководство ЗСУ на себя ответственность за это не взяла, как мы знаем. Поэтому, раз не взяли они, значит, мы придерживаемся того же. Так как с той стороны против нас противостоит абсолютная ложь, абсолютное зло, и могут выкидывать любые трюки. А с нашей стороны, со стороны украинских властей и политических военных сил, мы видим правду, честность, объективность и стремление защитить Украину. Соответственно, мы должны поддерживать также. Вот как-то так, да. Так, друзья, ответ ракетного удара, мне кажется, это агония, это бессилие. Ничем они не удивили украинцев. Украинцы уже поняли, уже давно поняли, кто такая, что такая, и с чем ее есть, эту фашистскую Россию. Поэтому, но мы Армагеддон, который обещал бывший президент России или там другие разные террористы и пособники террористов из банды ФСБ,
Это он не наступил. Все, что Россия может сделать с Украиной, она делает. Вообще не думайте, у нас тоже говорили, у нас у чеченцев говорили, вот Россия, она не хочет просто всех убить, она не может, она не хочет просто там все уничтожить и так далее. Да, может сбросить атомную бомбу. Да, и на Чечню могла сбросить, но Чечня слишком маленькая, чтобы если сбросить на атомную бомбу, на нее 170 километров только шириной, это меньше вашей Киевской области, вся Ичкерия, Чеченская республика Ичкерия. И если сбросить бомбу, пострадали бы и соседние, а мы окружены почти полностью, не считая 80 километров границы с Грузией, остальное мы окружены с фашистской Россией. То же самое относительно и Украины. Да? Ну, можно нанести удар какой-нибудь по Украине, атомный, там, какой-нибудь ограниченный. Ну и толку от этого. Дух украинский не сломится, поддержка Украины не перестанет, а ответка прилетит моментально. Самое ценное в фашистской России – это жизнь Путина, ну и там его подельников, которые, но самое главное, ценность жизнь Путина. И он за нее, конечно, положит все 100 миллионов, все 90 миллионов россиян. Ну вот ситуация такая, что нанести ядерный удар, почему-то я считаю, что он не посмеет. Да, из-под тишка что-то взорвать, там атомную электростанцию, еще там что-то нагадить, химическое, биологическое оружие использовать, из-под тишка задействовать каких-нибудь там террористов, еще каких-нибудь там своих ублюдков. Он это может. Но вот чтобы вот я лично отдаю приказ, вот такого он не посмеет сделать. Я так думаю. Хотя исключать мы ничего не можем. Мы имеем дело просто с напуганным, зашуганным старичком, который в панике может там, творить все, что угодно. Поэтому полностью исключать мы тоже не можем. Тем более нам американские спецслужбы об этом чаще начали говорить, а к ним стоит нам прислушиваться, потому что ребят профессиональные и очень хорошо делают свою работу. Вот сейчас они начали наносить удар. Это, знаете, такая палестинская тактика бить когда ничего ты не можешь сделать, твое военное крыло, там, как то там Хамас, у них Хизбалла, там разные, у них есть там террористы, путаю я их постоянно, кто из них есть кто. Они наносят ракеты. Кстати говоря, наносят ракеты, удары ракетами русского производства, советского производства, которые их активно поддерживают. КГБ еще со времен Советского Союза поддерживает этих палестинских террористов. И они такие хорошие дружки с ними. Россия, вот Проханов, который хотел сгореть в танке на Крещатике. Не знаю, правда, как с его пузом он собирался залезть в танк. Ну и на Крещатике сгореть у него тоже не получится. Придется на Остоженке. И не в танке, а где-нибудь в подвале, потому что в танк он не влезет. Вот этот Проханов, Максим Шевченко, тоже такой большой защитник мусульман, якобы. Это те же самые товарищи, которые поддерживали этих палестинских террористов, поддерживали асадовских террористов в Сирии. Такая одного поля ягоды. И у них одни и те же методы. И вот они будут обстреливать до тех пор, пока Украина не получит противовоздушную мощную защиту. От всех защититься нельзя ракет, конечно же, нужно понимать. Израиль в этом положении живет огромное количество лет уже, хотя он как-то приноровились, как-то попривыкли, пытаются как-то защищаться. Плюс и ракеты у вот этих террористов не такие мощные. Но, как и палестинские террористы, русские террористы, как старшие братья младших террористов, бьют по гражданским объектам. Убивают женщин, детей, сжигают дома. Им наносят удар в бою, они наносят удар по больницам, роддомам. А потом украинцы, они будут говорить, что это вы наносите удар по роддомам, по больницам, по школам. Именно так они сами наносили по нашим больницам, школам и говорили, что это делаем мы. Они рассказывали про школу в Беслане, которая произошла через много лет после того, как уже был геноцид и убийство 42 тысяч чеченских детей. Они нам рассказывали про школу в Беслане. Ни слова не говоря про 225 школ, которые до этого 42 тысячи чеченских детей они уничтожили.
Точно так же они не говорили про убитых женщин, детей, 12 родственниц и детей Шамиля Басаева. Через 2-3 недели Шамиль Басаев с группой своих товарищей оказался в городе Буденновске, который взял весь город Буденновск в заложники, уничтожил всех ментов, и уже когда они были ранены, они должны были уничтожить авиационный полк там в Буденновске, успешно выполнив задачу, имея несколько трехсотых и двухсотых, они отступили в больницу, где в отдельном дальнем крылу находился родильное отделение. Это самая большая больница в Ставропольском крае. Так вот, русские ублюдки, такие как из «Новой газеты» Измайлов, сейчас его подопытный выкормыш Кац, но это Каца еще тогда не существовало, и другие такие же ублюдки, из даже очень таких уважаемых, казалось бы, якобы, газет и газетенок, писали, что Шамиль Басаев захватил роддом там, и так далее, и так далее. Хотя мы все знаем, как в Мариуполе, в Мелитополе, как русские террористы били по роддомам и так далее. И будут бить. Вы уже это знаете, украинцы, и так они ведут войну. Ни обычаев, ни правил ведения войны эти мерзавцы не соблюдают. Они понимают только язык силы. Соответственно, только так с ними нужно и разговаривать. Друзья, перехожу к вашим комментариям. Напоминаю вам еще раз распространять ссылку на наш стрим. Пускай больше людей зайдут. Подписывайтесь на наш стрим. Этот стрим я загружу на свой YouTube канал Реалити. Также этот мой канал тоже атакуется по поводу и без. У меня есть другой канал в TikTok, тоже называется Аслан Арцуев. Этот называется Аслан Арцуев Реалити, тот называется просто Аслан Арцуев и приблизительно с такой же аватаркой, как у меня тут. Подписывайтесь на него в случае, если я буду забанен. Сейчас у нас здесь 12 тысяч уже подписчиков, а там я еще не набрал 1000 подписчиков, а стримы можно вести, если у вас есть 1000 подписчиков. Поэтому меня могут в любой момент забанить, мой этот канал тоже висит на волоске. И давайте вместе побеждать ложь и фашистскую пропаганду. Так, Сову, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Шухрат Машвоэль. Шухрат. Ассаламу алейкум дал алш войло. Ва алейкум ассалам. Шавик войл дал алш. Яс. Ва алейкум салам. Всех приветствую. Это было ужасное утро. Мы в Днепре все взрывы слышали. Держитесь, Яночка. Брат, израильский флаг, худещут и я. Изамца, дешери номер 95 худещуа. Подхолопного, раскш, номер эльч и номер ты его лил шо. Флаги та, ай хватин раски, мижги 95 дитя солнцуле. Банда это НАТО. Привет с Германии. Представьте, человек находится в стране НАТО. Он не уезжает в свою фашистскую Россию. И он называет банду это НАТО. Представьте, его защищает НАТО. Он находится здесь, пользуется всеми благами и называет еще бандой. Да, нормально. Напишите свое имя, фамилия и адрес. Я обязательно бы вас сделал бы известным. Как тебя там, ЛК. Давай, напиши свое имя, откуда, с какого города ты, что ты называешь НАТО бандой. И не уезжаешь из страны, где охраняется бандой. Давай едь в свою фашистскую Россию, там потуси. Да что ты говоришь? Да, Светланка, твоему мозгу не поверить, трудно в это поверить. Слава Украине, героям слава. Россия фашистская страна. Совершенно верно. А где, спасибо, Лен, спасибо за подарки. Сегодня в порту над немцами. А где казахский и русский флаг? Русский? Я сейчас не могу тебе показать. Он у меня ножки греет. Можно? Ножки погреет он у меня. Так, нас не сломать. Не сомневаюсь, милокот. Если грузовик, тогда неудобные вопросы. Кто, где, когда и чем его зарядили. Неудобно как-то. Американский флаг худящуха. Пентя. Саудовский флаг худящу. Нохчо. Нохчо вацо, саудовский флаг вот. Улил два. Цер ма халлак бен бусалмна. Цер халлак милуина царасо.
Но хохаллак винаш, вайхаллак динаш, мишгибон, он цара муэцун, это джиму муэцун. Так, иудейский флаг надо убрать. Нет уж, мальчики, или кто вы там, с подниками прячущиеся. Ни израильский флаг, ни американский флаг я убирать не буду. Это наши друзья, наши союзники. Поэтому это вам придется свои фашистские взгляды, которые вам навязали русские террористы, их придется побороть. Стереотипы, которые КГБ вам навязала, с ними придется побороться немножко, мальчики. Или кто вы там. Так, здравствуйте, здравствуйте, Данила. А вы уверены, что русские убивают? Не русские начали. Конечно, не русские начали. Конечно, не русские. Просто знаете, как вышло на самом деле? Украинцы зашли в Россию, схватили русскую армию, затащили ее под Киев, сперва в Донецк, сперва в Крым, потом в Луганск, Донецк. И начали это не украинцы, ой, не русские, украинцы начали, конечно, абсолютно правильно. И войска находятся не под Москвой, точнее, под Москвой находятся, а не под Киевом они находились. Правильно все? Конечно, правильно. Так и, ну вообще, я много, конечно, видел глупостей, но ну, чтобы говорить, что русские начали войну, да вы что? Нет, конечно. Русские никогда, у них самая миролюбивая страна, самая маленькая страна, самая не расширяющаяся никогда. И границы у нее четко определены уже несколько тысяч лет. И президент никогда не говорит, у России границы нигде не заканчиваются. Нет, 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 это вы сейчас наговариваете сейчас. Такого быть не может, да. Так. Пламенный привет из України, Великої Ічкерії. Данила, слава Украине! Дуже дякуйте. Какие ваши прогнозы, когда закончится война? Олечка, мне кажется, эта война затянется немножко. Я не могу сказать. К большому сожалению, я не могу сказать. То, что мы победим, в этом я не сомневаюсь. Привет с Германии, с Нюрнберга, Ахмат Псина. Ну, привет, Нюрнберг. Не надо так, он уже умер. С Маркой сфоткаться уже. Так, Дедек Хил Ваша Хамилу. Сой взорваться. Ты поддерживаешь иудеев. Привет с Израиля, свободу Ичкерию. Шалом, Израиль. У них мода быть патриотами за бугром. И любит натовские харчи. Да, безумно причем. Аслан, салам алейкум, Казахстан. Аллах Казахстану, алейкум ассалам. С удовольствием поедем. Так, я уже перемотаю, друзья. Пишите заново, потому что я уже немножко отстал от ваших комментариев и не успеваю. Сегодня на Западе бомбили. Да, сегодня очень сильно обстреляли Украину. Это правда. Ассаламу алейкум с Казахстана. Алейкум ассалам, Казахстан. Дуже дякую. Привет с Киева. Привет. Вы правильно говорите. Приятно слушать. Спасибо. Россия спасет мир. Россия себя не может спасти. Вы хотя бы один детдом или дом престарелых спасите у себя, не говоря уже мир спасать. Вот тут кадры. Ассаламу алейкум. Рад, что кадыровцы самоликвидировались. Алейкум ассалам. А в смысле самоликвидировались? Что, все, что ли? Салам алейкум. А Бог, что ты говоришь, это все правильно. Я тебя поддерживаю на 100%. Алейкум ассалам. Россия мирная, добрая страна, которая дружит со всеми странами. Всем добра. Всем добра. Только почему-то ваши танки находятся на чужой земле. Не знаю, почему она такая миролюбивая. Просто, и знаете, самое интересное, русские, вы до того миролюбивые, что на вас нападают только слабые. У кого нет атомного оружия, у кого нет собственного производства оружия, у кого нету там каких-нибудь мощных там ракет или авиации, только они на вас нападают. Елки-палки, как же так? Ну вы воюете только с сильными. Нападает на вас Чечня, вы воюете со всем и западным миром, с американцами, с англичанами и с арабами, но почему-то в Чечне. Ну, наверное, так надо. Это, наверное, особая такая
тактика у вас. Чтобы, чтобы американцы не догадались, вы их бьете в Чечне. Причем вы бьете 2-летних, 3-летних детей. Это там какого-нибудь американского морского котика вы таким образом, да, убиваете, закалываете штыком, когда 2-летнему, 1,5-летнему висок вы стреляете, ваши солдаты сжигают заживо там беременных женщин, животы вспаривают. Это так морскими котиками вы боретесь. Вы в Украине то же самое вы делаете. Против вас же не Украина воюет, против вас воюет НАТО. Там и все, и чернокожие, и азиаты, и вообще все, и все террористы со всего там мира приехали, туда сражаются. А вы бедные, и причем я как сказал, вы-то не нападали. Это они выкрали ваших военных, привезли их туда, разбросали свои трупы. Как помните, как тогда у вас в Рязани, там, в Москве, в Волгодонске взрывали дома? Это же Путин взрывал. Тьфу, ты что говорю? Это же не Путин взрывал, это американцы взрывали. Они так подставили этого Патрушева. Так же все было. Вы сам миролюбивый, вы даже себя не взрываете, своих женщин, детей спящих не взрываете в своих домах. Вы самые-самые человечные из всех человечных. Но это не точно, правда. Если что, это не совсем точно. Поэтому бесстыжие, просто безнравственные, аморальные подонки вы, я вам скажу. Ваша большая страна, вот если по-честному сказать, чтобы, а то потом вы будете вырезать и говорить, о, Аслан переобулся. Да. Привет с Франківська. Приветствую, витаю, Маша. Слава Украине, Степан Бандера. Степан, героям слава. Салам алейкум из Кыргызстана. Ва алейкум салам, Кыргызстан. Дудаевцы, мансуровцы, сила. Так, предатели, мечтатели, говорит Светланка. Чеченцы на связи, Дон. Так, салам алейкум, алейкум салам. Где ты сидишь? Я думаю, только не в Чечне. Почему? Я вот в центре Грозного сижу. Жду вот, когда приедет какой-нибудь там ФСБшник и спросит у меня документы, чтобы в лоб ему заехать. Ну, что-то не едут ваши ФСБшники. Где ФСБшники? Я в центре Грозного. Вот справа от меня я вижу этот Грозный Сити, с другой стороны я вижу вот это сердце Чечни, мечеть. Это все, что построила фашистская Россия. Давайте, где вы тут? Давай, ты тоже подтягивайся, который пишешь. Да. Боксинг. Ты муслим? Нет, меня Аслан зовут. Меня зовут Аслан. Слава Ичкири, героям слава. Слава Ичкири, героям слава. Слава Украине, героям слава. Юмор ваш далеко не все русские поймут. Да мне все равно, что там они поймут. Что думаете об русских коллаборационистах, а также о власовцах? Очень интересно ваше мнение. Но я не знаю, о ком вы говорите, о каких коллаборационистах вы говорите. Те русские, которые хотели бы, чтобы их страна была в соответствии с Конституцией 91-го, 93-го, прошу заметить, на 1,5 года позже нашей Ичкерийская Конституция принята ваша. Вы хотите сказать, что люди, которые хотят жить в соответствии с Конституцией 93-го года, которые поверили в свободу слова, в демократию, в права человека, если они выступают против террористической банды ФСБ, которая захватила власть, взорвав своих же русских, спящих в своих же домах, женщин, детей, стариков и мужчин. Вы имеете в виду, если против них это коллаборационизм, сотрудничество с иностранцами? Я так не считаю. Я так не считаю. Например, смотрите, у нас была законная власть, не как у русских, конечно, мы ее профукали, мы ее с боем проиграли, тяжелейшим боем. Причем в бою мы выиграли, потому что русские не вояки. Мы проиграли спецслужбам, которые очень хитро нас обводили вокруг пальца. А мы, чеченцы, слишком благородны, чтобы играть вот в эти гнилые, гнусные вещи. Хотя вы нас и этому научили. Вынуждены теперь с вами действовать соответствующим образом. Так вот, Кадыров Рамзан, или власть, которую оккупанты нам установили, как вы считаете, если я против них выступаю, против русской власти, которую нам установили, и та же антирусская власть, антироссийская власть находится в Москве, на Лубянке, потому что это кровопийцы и террористы русского народа. Ну, русских это устраивает, опять же, как мы, они не сражались против этой власти.
Считаете, я тогда коллаборационирую, например, если я там с американцами дружу или с украинцами дружу, которые вам сейчас по рогам дают? Нет. И те русские, которые коллаборационируют, как вы говорите, сотрудничают с международными разными институтами в соответствии с вашей конституцией. Это сейчас Путин решил, понимаете? Он слишком много убил людей на земле, что ему и Патрушеву, и банде ФСБ, им нужно теперь как-то защититься и еще большее совершить преступление. Захватить Украину, там, создать неодворянство. Точнее, оно у них есть, ну, как бы им история украинская нужна. И если с этим люди не согласны, они не коллаборанты. Не знаю насчет Ласова. Я вот за это вам ничего сказать не могу. Может быть, я просто не вникал. Я знаю, что более миллиона человек тогда русских сдались. Но почему депортировали чеченцев, которые так массово не сдавались? Ну, хотя следовало бы всем сдаваться. Я не знаю, что сказать про Власова. Ну, как-то так. Россия велика, Казахстан за Россию. Женек, мне тебя жаль, да. Так, молодежь раски забугат. Так же, как и россияне по миру сдалека Россию. Салам алейкум с креста, алейкум. Так, мир тобі, Ічкері, дуже дякую, контест. Так, ты муслим. Какое тебе дело, муслим я, не муслим? Я сказал, меня зовут Аслан. Вот теперь ты с маленькой буквы записал. Ты напиши, ты мусульманин ли? И я тебе отвечу, это муслим, не муслим, да. Привет, брат, ты прав, Заза. Привет. Ассаламу алейкум вараматуллахи ва баракату. Молдова за Россию. Даст Аллах, Россия добьется. Молдова за Россию. Молдавия за Россию. Don't make me angry. Молдавия, не Молдова. Молдова это независимое государство. А Молдавия это то, что как вы это называете. И вообще у тебя салам, брать. Я сожалею, что я принял у тебя салам. Ты недостоин. Самый главный враг мусульман это Россия. Самый большой убийца мусульман это Россия. И ты, ассалам алейкум, мне говоришь и говоришь, что ты за Россию. Ты не мусульманин. Я тебе делаю, как вы там делаете, такфир я тебе делаю. Я тебя вывожу из ислама. За главного врага на мусульман не может быть мусульманином. Ни один человек, который поддерживает фашистскую Россию, он не может быть не только мусульманином, ни христианином, ни иудеем. Это сатанисты самые главные, кто поддерживает террористическую банду ФСБ и их имперские идеи. Поэтому я лично, Аслан Арцуев, don't make me angry, вывожу тебя из ислама, все, больше никому салам не даешь, понял? Давай, все. Давайте я перемотаю, друзья, потому что ответ за Америку, которая убивает мусульман, говорит, что-то ты типа не видишь. Кого убивает Америка? Сайфулла, ты бред несешь. Поставил кафирский мерседесовский знак себе на аватарку и мечты ислама. Поставь ишака туда, поставь конюшку, вонючку поставь туда. И вот оттуда говори. И вообще не пользуйся кафирским интернетом. Кого мусульмане, американцы убивали? Где ты видел? Они диктаторов свергали. Саддам Хусейн был диктатором, свергли. Кто там? Башар Асад диктатор, еще не досвергли, потому что уже достали вас, уже эту Америку, да? Она всем помогать не может просто, да? И Америка это не мать Тереза, как и нет никого на земле мать Терезы, она умерла уже, да, как известно, мать Тереза, да. А если тебе что-то не нравится, ты сперва за Россию скажи, и ты до Америки не дойдешь просто. Алмаз, я мусульманин, я за Россию, говорит. Ты не мусульманин, Алмаз, я тебя тоже выкидываю. За фашистскую Россию, врага мусульман. Я тебя выкидываю из ислама не потому, что ты там за Россию и так далее, потому что это самый главный враг ислама. Самый главный враг мусульман – это фашистская Россия. И тот, кто поддерживает фашистскую Россию, он не может быть мусульманином, понимаешь?
Поэтому ты, да, ты родился, может быть, этнически когда-то был. Но как только у тебя в голове созрела мысль, что ты за Россию, то ты просто предатель, ты подхалопник. Понимаешь? Поэтому подхалопники мусульманами не могут быть. Мусульмане – это свободные люди. За справедливость. Мусульмане за Украину. Вот это другой разговор. Так, Ахмад Псина, научись говорить сначала. Хорошо, если я подготовлюсь и вернусь, ты пока тут побудь. Да, если ваш ребенок попросит отдельную комнату, вы же предоставите и останется с вами жить. Не понял, конечно, аналогии. Сколько тебе уплатить за твою красивую речь? Ты хорош. Ой, ничего не надо, дуже дякую. Просто распространяйте ссылку на наш стрим, и вы услышите очень много интересного. Да. И не только вы. Вы за Киргизстан или за Таджикистан? Я вообще не знаю, что у вас там связалось. Я против того, что вы друг с другом воевали. Так, когда у нас в Казахстане были проблемы, кто помог? Задумайтесь. Кто помог? Кто вам помог? Правильные мусульмане все за Россию. Говорят, сколько здесь манкуртов. Всех я вывожу из ислама, кто за фашистскую Россию. Вы не можете быть за фашистскую Россию, понимаете? Я вам такфир делаю, официально даем. Запишите, это шейх Ибн Аслан делает вам такфир, короче, даем. Все. За фашистскую Россию долой даем. Долой, как фанера над Парижем, вылетаете из ислама, даем. Ты кто, чтобы решать? Ты Бог? Нет, Марина, я не Бог, конечно же. Я обычный рядовой гражданин Чеченской Республики Ичкерия. Но я просто имею логику и здравый смысл. И человек, который является защитником главного врага мусульман, убивающих мусульман, сжигающих веками, творящий зло среди мусульман, против мусульман, убивающий мусульманских женщин, детей, искажающий их религию, их хадисы, их Коран пытающий исказить. Вот тот человек, кто выступает за Россию, моя логика как здравого человека и как искреннего мусульманина подсказывает, что это такой же враг, как и фашистская Россия, понимаешь? И он не может быть мусульманином. Я тебе говорю, у меня, правда, юридическое образование, а не религиозное. Ну, то, что я знаю в своей религии, про свой ислам, я тебе могу сказать, ни один здравомыслящий человек, даже христианин, иудей, не может быть считаться христианином, иудеем. Я и за них тоже скажу, раз, хоть я и не являюсь христианином, иудеем. И за них я говорю, и иудеями, и христианами не являются. Тот, кто выступает за фашистскую Россию. Потому что и против христиан, и против иудей воюет эта фашистская Россия. Всегда. Всегда. Это сатанисты. А знаете, почему они сатанисты? Ну, во-первых, потому что они убийцы массовые и так далее. Они убивают своих и так далее. Массово, всегда причем. Ну, еще очень хороший показательный факт, много, конечно, таких показательных признаков, фактов. Одно из них, что на Кровавой площади, где они раньше массово казнили людей, лежит их бог, которого они так и не вынесли. Как когда-то в языческие времена фараоны хоронили в своих мавзолеях, положили вот этого своего Ленина в этот мавзолей. И это человек, который тоже массово убивал, конкретно устраивал резню самих русских в первую очередь. Поклоняются, ходят, смотрят, детей со школы, садика водят, показывают им этого своего бога, который весь мумифицированный лежит. Это, сатанизм самый настоящий, кто еще? Тихоря молятся, даже не вынесли. Это же очень показательно. Радно, строитель коммунизма был там и так далее, и так далее. Но нет коммунизма, понимаете? Нету никакого коммунизма. И все равно у них этот бог лежит там. Это их бог. Уберете вот этот бог из мавзолея, все, не будет этой сатанистской страны, которую построил вот этот и ему подобные сатанисты. Спасибо вам большое.
Большие за подарки, друзья. Спасибо за подарки. Смотрите, Путин и Россия и на арабском пишет. Это какой-то там, видимо, подхолопный арабенок там, сириец какой-нибудь пишет. Да. Здравствуйте, вы родом из Баку? Нет, я из города Джахар, бывший город Грозный, Казахстан, Ичкерия. Я знаю, Азамат, Аллах, Казахстан, мы тоже с вами. Красавчик, брат, салам из Кыргызстана. Кыргызстан, витаю тебя. Салам. США, кто по-твоему тогда? США самая великая страна, которой вы, которой подметки не годитесь. Не годитесь. Просто. Aslan howita musulmanin если Израиль яхай друзьяш бума бора деру сом дел мула сон Израиль цабом цатюган соч о мусульманину за Израиля у. Кем ты себя возомнил, что решаешь, кому быть или не быть мусульманина? Нет, я просто логически прихожу к выводу, что человек, который поддерживает сатанистов, фашистов, русистов, не может быть мусульманин. Они говорят, что я не мусульманин, когда я бороду сбрею, понимаете? А я говорю, что вы не мусульманин за то, что вы убийц и террористов поддерживаете. Фашистской России, в которой Бог лежит на Красной площади, кроваво-красной площади. Ну, вроде все нормально, все же вроде ясно дело. Аслан, привет с вам, Тернополя. Олянка, привет, витаю. Ты понимаешь, что ты говоришь не муслим, если это не так, то ты сам станешь не муслимом. Все, давайте, парни, короче, давайте. Все, кто за Россию, я еще раз говорю, я еще и еще 1000 раз говорю. Мусульманин, который поддерживает Россию, для меня не является, в моем понимании, не является мусульманином. И быть им не может. Потому что он поддерживает палачей мусульман. И не только мусульман. Но раз мы сейчас говорим только о мусульманах, я вам еще раз говорю. Я вам даю приказ, вас выкидываю из ислама, вас. Все, вы вышли из ислама. Все, кто поддерживает, с одной стороны у вас висит звезда героя или какая-нибудь побрякушка от фашистской России, с другой стороны у вас там Тюбетейка или еще что-то, вот Ахмад Псина вы говорите и так далее. Я вас вывожу из ислама, вы не можете быть мусульманами, если вы поддерживаете фашистскую Россию. Я это говорю. Понятно вам? Еще вопросы? Так, перемотаю, друзья. Перемотаю, да. Вот, видите, начали уже писать оскорбления. Обижаются. Так, как думаешь, Дудаев жив? Думаю, Дудаев погиб тогда еще. Как думаешь, когда война закончится? Не знаю. Сталина на тебя не хватает. О, смотрите, Сайфулла. Вот она, смотрите, какая ублюдина вылезла. Вот этот Сайфулла, который 505, запомните этот ник. Он мне тут писал, что я там должен быть против американцев. А теперь это дагестанец, наверное. Они очень любят. Или осетин. Ну, в основном дагестанцы мусульмане, осетины немного. Ну, любят Сталина у нас дагестанцы на Кавказе у нас. Дагестанцы и осетины, короче. Вот этот с мерседесовским знаком, которого надо ему в одно место приклеить. Говорит, на меня Сталина не хватает. Эй, мадик шудой штун, я ладел, что зачдой. Мадик Тошу. Михаил Коган, спасибо, спасибо. Аслан, я как горский еврей тебя уважаю. Рамиш, шалом, я тебя тоже, и горских евреев уважаю. Так, кто убил Каддафи, Саддама Хусейна? Конечно, свой народ их убил, кстати говоря. Ты, наверное, не заметила, да, этот момент? Да? Правильно говорите. Так. Что бы такое? Привет, привет, Украина, привет. Так, здрасте, как вы относитесь к Республике Ингушетия? Как я могу относиться к своей братской Республике Ингушетия? Очень, очень хорошо я к ней отношусь.
Юлька, спасибо за подарки, спасибо. Я думал, только младший может Динчур Эрвах. Тербият Матоне. Мило, бравер. Тербият Мат, полномочия. Роман, спасибо. Спасибо за подарок. Так. Приятно слушать грамотного человека с хорошо поставленной речью. Спасибо, Лена, большое. Ты кто такой? Да? Это тайна, я не могу раскрыться. Я секретный агент. Да. Ты кто, воин? Немец? Не могу раскрыться, не могу. Не могу, извини, Дион. Фашистскую Украину, значит, поддерживаете. Фашистской нет Украины, есть только Россия фашистская. А Украину поддерживаю, так как являюсь чечено-бандеровцем. Истинный американец. Ну, не совсем, чтобы там истинный американец, скорее истинный чечено-бандеровец и ичкириец, но и истинный дудаевец, наверное. Да, сказать, это уже было, это уже было. Скоро до тебя доберется. Кто, Макс? Произнеси это имя, ваш, да? Скоро тебя вывожу тебя из ислама, говорит Алмаз. Алмаз, ты уже выведен, ты не можешь выводить. Я тебя первый выведу. Ты уже вылетел, как стрела, как фанера над Парижем. Ты пролетел уже, все. Поэтому ты опоздал, Дем. Так, сколько исламских государств? Так, проехали. Вы чеченец? Да, Алекс, я чеченец. Так, лично на тебя не хватает. Я написал. Лично на тебя не хватает. Я написал. Читай. Что-то я не понял, что там. Привет с Одессы. Советская власть была против Бога. Это антихристы, которые несут зло и горе. Именно так. Я об этом и говорю. Салам из Баку. Салам, маэстро. Салам, Баку. Я как горский еврей, Рамиш, так, ты уже повторяешься, я тебя тоже поддерживаю, слава Украине, героям слава. Так, друзья, сколько вам платят? Ничего, ничего, к сожалению, ничего. Слава, так, одинокий волк 07, ой, ты долой. Как ты относишься к мусульманам? Как я могу относиться к самому себе, к своим родителям и всем своим людям, которые меня окружают? Так, нельзя доверять дагестанцам, они предатели, начиная с имама Шамиля, говорит Yes. Да, нужно доверять только самим себе, никому нельзя доверять. Как ты относишься к Такаеву? Никак не отношусь. Аслан молодец, правда, кожное слово. Дудаев прав был. Народ без идеи, без идеологии, без светла. Да, спасибо, Оксана, да. Джахар был прав. Дай Боже вам здоровья, спасибо, спасибо. Так, Ичкери не было и не будет, говорит Романчик. Романчик, это тебя не существует, Ромка. А вы кто сами, чтобы выделять и вычеркивать кого-либо или внести в список, что ли, там? А что, вам можно, а мне нельзя, что ли, Дион? Бигзат, спасибо. Чечена бандеровцы первый раз почуяла. Алиса, я сначала украинской войны, русско-украинской войны, являюсь чечено-бандеровцем. И уже многих завербовал, я вам скажу, в нашу чечено-бандеровскую мафию. Так, спасибо вам за поддержку. Слава Украине, героям слава и вам. Аслан, брат, вот тебе роль президента Чебой. Речь про... Так, проехали, Дё. Так, здравствуйте, как вы думаете, какая республика Кавказа станет независимой после Ичкерии? Ингушетия. Так. Как относится к Такаеву? Никак, никак, никак. Может, скажите пару слов за Путина? Он видел, он выжил из ума, вы имеете в виду? Нет, он не вышел из ума, он просто очень испуган, да. Просто он зашуганный старичок, да. Так, ти крутой, бро, брав многократно. Дуже дякую, Стелла. خسك وعوام بو ألي سوام خزور سوام خزوي سوام خار حاجة ألي 9506 Берзла вахтина. Ты русские номера, которые тебе дали русские террористы,
оккупировав, убив 30% твоего народа, еще ингушских 0,6 приклеил себе, и 95 себе приклеил. И потом еще у себя на аватарке поставил волка, который рвет орла. Причем я не вижу у тебя, он двуглавый орел или нет. Вот حما خصك خلويز أنا قي كوارت بوش قي أي هولي تتصوش خشوا يعني هم يازشوا حما خص интересно сагу уй خص сагу. Дудаев был ясновидящим. Нет, Дудаев был генералом советской армии и владел очень хорошо информацией, я вам скажу. Плюс, конечно же, человек был очень острого, высокоинтеллектуального ума, очень человек образованный и очень умный человек был. Ну, без ложной скромности скажу, как и большинство чеченцев. Но он особенно, конечно, выделялся. Так. Здравствуйте, как вы относитесь? Так, это уже было. Дудаев был прав. Был бы Джохар Дудаев жив, за ним бы много народу пошло. Да, пошло бы, но знаешь, и тогда тоже Джохара хаяли, что он и засланный, и такой, и сякой. Причем те, кто его хаяли, сейчас служат России, а он умер уже, погиб, сражаясь за целостность и независимость нашей страны. Вот так бывает. Ты в Штатах или в Европе? Я в Грозном сижу, в центре Грозного. Жду, пока ты подъедешь. Так, имам Шамиль уничтожил 70% мужского населения Чечни. Ну, не имам Шамиль уничтожил, а русские оккупанты уничтожили. Давайте так, лишнее не будем имаму прикидывать, набрасывать. Но то, что он предал нас, это факт. Сдался в плен. Хотя... Так, ладно, оставим. Мне интересно, Дудаев был на войне в Афганистане? Мне интересно ваше мнение. Нет, конечно, он помогал афганцам. Вы не видели, как русские террористы брали интервью, пропагандоны русские, брали интервью у какого-то афганского командира. Он говорит, что когда вылетали самолеты, Джохар им сообщал, и они уже знали, что в какой квадрат русские летят бомбить. Джохар очень много помог афганцам. Всем он помогал против фашистской Советского Союза и фашистской России. И молодец, и украинцам помог. Своей жизнью, борясь, жизнью чеченского народа, он дал время украинцам вырастить Залужного и других лучших сынов Украины, которые сейчас бьют просто только так фашистскую Россию. Да. Так, Аслан молодец, Славик, спасибо. Девочка, часовщик. Нет, я не поеду с вами, девочка. Здравствуйте, как вы? Так вы чеченец, но не кадыровец. Конечно, это что такое? Да, это что такое? Конечно, я чеченец. Считаются ли беглецы из России с предателями? Нет, конечно. Почему они считаются? Почему израильский флаг повесил? Потому что... Искренние чеченцы, братья, а не кадырец. Аслан, брат Ичкерия сам почау блогер. Аслан, брат Ичкерия сам почау блогер. Не понял я, Шерлок Холмс. Ишт Муэрду. Муэрду, черный ангел. Нисба ваша, ассаламу алейкум, ассалам. Расскажите, пожалуйста, про Бандеру. Про Бандеру вам украинцы лучше меня расскажут. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Слава Ичкерии Украине, героям слава. Вашего президента, Вацтер, Согунду президента. Вы Кадырове? Так. Да благословит тебя Господь здоровьем. Да. Как вы относитесь к СССР? Отрицательно. Как я могу к тюрьме народов? К ГУЛАГу народов относиться как можно? Салам из Грузии. Салам, Грузия. Амарджоба Генацуаля. Так. Kafir olsa. Kafir değil o. Velda mı o artist o. Kafir değil o далече. Наверное, кafir божашил. Расскажи, Аслан Масхад сказал, что поищите в интернете про имама Шамиля. Так.
А как к армянам относитесь? Никак не отношусь к ним. Как вы считаете, какая страна больше всего помогала Чечне во время войны? А, Сложный вопрос, я скажу. Я думаю, нам Америка помогала, а Великобритания помогала, Турция помогала, ряд арабских стран помогал. Я имею в виду про народы, люди, которые помогали. Там западные страны, например, там французские очень журналисты у нас тоже помогали, работали. Ну вот в этом плане. Той помощи, которая сейчас есть Украине, об этом вообще даже не задумывались. Просто если бы нам какие-нибудь джавелины просто дали бы, вообще война была по-другому. Дали бы нам стингеры просто, война была бы другая абсолютно. Много нам кто помогал, но это была политическая, информационная, гуманитарная помощь. Вот такая была, к сожалению. К сожалению, не было той помощи, которую мы хотели бы. Так я не могу сейчас сказать, какая больше всего помогала. Так, ассаламу алейкум. Амад, псина кричат, потом Аллаху. Это нарушает принцип. Сначала надо Аллаха славить. Ахмада, псину не надо вообще славить, вообще-то. Почему? Аллаха вперед, а потом этого. Так. Ха-ха, в Грозном. Да, рассказывай. Не плевать, сижу, приезжай. А почему американский флаг у тебя там висит? Ну, в Грозном сейчас модно, сейчас все вешают американский. Я вам гарантирую, скоро в Грозном будут в Джахаре. Не в Грозном, Грозного уже не существует. Есть город Джахар, бывший Грозный. Там будут висеть флаги американские, вот вы увидите, скоро. Скоро, все увидите, да. Как вы относитесь к Кадырову, да? Это такой интересный вопрос. Азан, спасибо за теплые слова, за поддержку Украины. Им сейчас очень тяжело. Да, я знаю. Именно поэтому я их поддерживаю. Я знаю. Эй, герой, что не едешь в Украину? Я в Гамбурге возле твоего дома проезжал. Ты еще тут прячешься? Добрый ингуш. Знаешь, ты даже, наверное, проезжал где-то, где там я, например, бросил, наверное, какой-нибудь платок носовой, короче. Ты очень доблестный парень, я скажу. Ты рядом с моим домом проезжал. Это там один парень, говорят, на карате ходил, точнее, мимо спортзала карате 5 лет ходил. Ты также проезжал. Да уж, Дион. Ну ты вообще добрый ингуш, я тебе скажу, Дион. Такой смешной ты. Так, друзья. Аслам Масхаду рассказывал, кто такой имам Шумиль. В интернете есть видео. Да, есть. Галина Малая. Привет с Украины. Витаю, витаю. Витаю. Так. Так. Салам от Ромов. Рома, витаю. Казахстан, Грозный, чеченцы, братья. Да, Бигзат. Добрый вечер вам. И вам, Тина, и вам. Спасибо. Смотрите, как их все задевает. Неужели вас так все корежит вас всех? Это хорошо. Я, значит, делаю свое дело. Не зря вы в фашистской России мой канал запрещаете. Кстати говоря, из чеченских блогеров, которых вы видите, я вам еще раз напоминаю, есть вот антитеррор есть такой, который тоже сейчас его на фашистской России запрещен. И есть
Чеченский след, Рязанский сахар. Он не блогер, но его канал тоже в фашистской России запрещен. Я знаю только вот 3 канала. Остальные в России принимаются, поддерживаются, у них берут интервью, их раскручивают и так далее, и так далее. Поэтому не верьте всем чеченцам, только лишь за то, что у них там есть 2 волоска вот здесь, как у козла выросшие, и там они рассказывают вам, что они там какие-то ярые противники Кадырова и так далее. Это неправда, это агентура, да, самая настоящая. Имейте в виду, друзья, имейте в виду, мы с ними боремся, мы их разоблачаем и будем разоблачать, да. Говорят, ты на масонов работаешь. А говорят, ты вообще не работаешь. Говорят, ты попрошайка, да. Ты такфир делаешь на всех, кто за Россию. Я сам за Америку и Израиль, братан. Тебе что-то попутал. Если, смотри, если ты за Америку, Израиль, а не за фашистскую Россию, то тебя этот такфир не касается. Понял? Это мой омар. Я делаю, омар делаю. Всем, кто за фашистскую Россию, я еще раз говорю, я вас вышвыриваю просто из ислама. В моем понимании вы не можете быть мусульманами. Вы просто подхлопники просто обычные. За фашистскую Россию не может быть ни один, не то что мусульманин. Вообще любой человек не может быть. Потому что фашистская Россия является самым главным врагом мусульман на этой земле. С момента, как только у нее появились силы, она уничтожает, дискредитирует, убивает мусульман. Так, слава Украине, героям слава. Спасибо за подарки. Спасибо, спасибо. Да, Роман, да, это уже 100% разоблачен, 100% это агент. И он, и вокруг него ошивающиеся, в основном агентура или же клинические полезные идиоты просто. Это 100%. А вот этот чувак, это 100% агент российских спецслужб, которого здесь как сидорову козу по всей Европе гоняют каждая страна. То с Польши выкинь, то Грузия его выкинула, угроза национальной безопасности посчитала. Почему, да, неизвестно. Потом Польша то же самое. Потом Швеция сделала покушение, якобы посадил парня и девушку, которых в темную, или парня не в темную, а девушку в темную использовали. Я надеюсь, родственники этой девушки спросят, или дети этой девушки когда-нибудь с этой семейки, которые посадили. И Швеция тоже отказала, хотя он нагло лгал, что Швеция ему сейчас дала позитив. Что это наглая ложь, ничего ему не дали. Да. Так что вот такие вот дела. Слава Україні, героям слава. Дякую, низький поклон вам. Перел Ілона. Дуже дякую. Спасибо, спасибо. Ассаламу алейкум из Казахстана. Ичкерия освободится от оккупантов. Дал мула. Даяла, дел, даял, да бохе. Он халк итерас, мüşkstweg, dinchul erwechkan. Ha? Ват, алла, мüşkstweg, итерво. Давай, холмахит. Просто бита мишгиш. Qi nachiatsun ishonish nachitar. Tsager doşdol suam qiçanar der don hon. Tajim kira dwak on khalita busalbam. حاجة يوغر ختيابة تعجيم نوعش دوغ خير دول شوم خليتا قاعد يقدر خل مغيت وما دات مش جبي ما باتش وغي ما عاوز خيت صح غزاوش بوي حتى لي وي وما دات ستوه. Здорово, мужик, здорово. Так, ты кто такой, что вышивать из ислама? Так, понятно. А за Запад где? Так, ты говорил по Суннерю. Дякую за подтримку. Аллах в Кремле, но не в твоей лжи. Аллах в Кремле, но не в твоей лжи. Эй, вы, бедолаги, что, обидно, да, за вашего хозяина подрусские? Эх, вы, подрусские. Так, вот и кадры интересные, да.
Ты продажный агент. Во-первых, не агент, и во-вторых, не продажный, да. Так. 30 серебряников немало тебе, проси больше. Да вот в том-то и дело, бесплатно вас мочу, понимаешь? Я получаю эстетическое удовольствие, понимаешь? Я готов платить деньги, чтобы вас мочить, понимаешь? Информационно я получаю от этого удовольствие. Привет с Израиля. Шалом, Израиль. Made in USS и Made in USSR. Обратите внимание, мне пишет, а наш брат Абу Садам, это есть такой братья Абдурахману, агенты российских спецслужб, которые я давно разоблачил, о котором я вам только что говорил. Так вот, мне пишет, сделано в СССР, поклонник, у него, кстати, все дружки тоже из этих Сталина поклонники, там, Шмаковый, Маковый, там всякие. И это, у него брат Абу Садам. Посмотрите, атеист, коммунист, сатанист из СССР и агент российских спецслужб Абу Садам Шишани. Да. Вот вы сами же прокалываетесь. Вот скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, да. СССРщики, да. Так. Привет с Израиля. Витаю, витаю. Как говорил Басаев, мировое сообщество Россию не остановит. Пусть Бог поможет Украине и Ичкерии. Аминь, аминь. За вашей спиной и турецкий флаг? Нет, турецкого там пока нет. Вот когда я увижу, что Турция в лице Эрдогана борется с фашистской Россией, я повешу. Когда в Сирии турецкие вооруженные силы уничтожали русских оккупантов, сбивали их самолеты, я делал стримы, где у меня большой турецкий флаг сзади был. Но потом что-то пошло не так. Да. Начал дружить Эрдоган с ним. Поэтому пока мы тормознем этот вопрос. Так. Борщ Чупанов. Ахун цабизон. Ай раск цабиза. Раск шхун динак таму мацадина хун. Acım kört öyle on sana jükti çu taum tedina on rask dina on çu ilan rask program arbo şi rask şi çu program ilan on jükti urgiş bu el. Arbo ya çu jükç дружить деш bu rask дружить беш bu. А хо использовать tu шула. Ну лохил иш мацуш вай. Хай qaldoş nohçu madovay. Лохиш маятсвай. Ассаламу алейкум. Хакалмик я ини цаин ва алейкум ассалам. Так, друзья, я перемотаю. Аслан, манте швуё. Вац пока, вац. Сейчас турки смотрят тебя. Меня многие смотрят. И мои стримы я сохраняю, ничего не прячу и не собираюсь прятаться. К турецкому народу отношусь очень уважительно. Не всегда доволен я Эрдоганом, да, его политикой. Так. Аслан, салам алейкум из Казахстана. Ва алейкум ассалам, сил тебе здоровья. Спасибо, взаимно, да. Спасибо. Так, Израиль, Украина, дружба. Слава Украине, героям 100. Нет, я простой работяга. Но зачем ты герб СССР поставил? Самую ублюдочную фашистскую страну на земле ты поставил. Это как немецкую свастику поставить. Времен гитлеровской, вот этой нацистской Германии. Ты поставил это и поддерживаешь этого агента российских спецслужб. Ну, понятно, кто вы, что вы. Все понятно. Добрый день вам, привет из Вильнюса. Привет, Вильнюс, добрый. Гело. Жюк ты поддерживает Бешу. Уй, просто итальянец. Итальянец поддерживает Бешу. А? Ватикан поддерживает Яшуя. Итальянец, вола, его виза поддерживает его.
Или ты так далеко еще не задумывался, да? Ассалам алейкум. Киевская область, привет. Витаю, Киевская область. Так. Полностью согласен с вами. Спасибо, Гела, спасибо. Он чеченский еврей, наверное, добавила Светлана. Ну зачем добавлять наверное? Ну раз ты утверждаешь, скажи, Дион, что я за правду Божию, дай Боже вам здоровья, спасибо, спасибо. Тряпки убери сзади, они не помогут. Иришка, ну перестань. Привет, Украина, привет, Украина. Все зло идет только от фашистской России. Да, Евгения Гринбуш, да. Откуда такого красивого дяденьку занесло? Ну вот, я вынужден был зайти, боже, да. Слава Украине, победа за Украиной. Героям слава. Бандера герой? Да, конечно, а как? Разве нет, да? Что за флаг возле израильского? С какой стороны? Есть британский флаг, есть литовский и латвийский. Так, бунтарка, дуже дякую. Кому ты... Так, куда вы несешь? Люди уже провели, знают, где свет, где тьма, и кто ведет войну. Не понял. Почему бороду не носишь? Вот теперь еще Ромик. Не хватало, чтобы Ромик ко мне лез еще с бородой, да он. Вы мусульманин? Да, я мусульманин. Зло только от Америки, говорит Евгений Гринбуша. Нет, Гринбуш, ты первый раз правильно написал. Зло от России, фашистской России. Ичкерия должна вступить в блок НАТО. Она обязана это сделать для безопасности наших детей и внуков. Израиль за Украину. Отлично. Ичкерия тоже за Украину. Так, Муслим Кавказа, еврей. Да, я очень рад тебе, Муслим Кавказа, что ты еврей. Но не нужно постоянно подчеркивать свою религию, даже если такой отличной национальности, как еврей. Нельзя везде это подчеркивать. А это ты я говоришь, еврей, да? Спасибо, бунтарка, спасибо. Как ты относишься к Казахстану? Хорошо отношусь. И зачем иудейский флаг? А тебе не нравится иудейский флаг? Смотри, какой крутой. Мне нравится. А, это литовский, просто за головой не видно было. Да, литовский и латвийский, два флага, рядом с израильским. Спасибо, спасибо, бунтарка. Живу в Европе, видно, что все зло от Америки. Ну не живи тогда, езжай в свою фашистскую Россию, наслаждайся своей прекрасной фашистской Россией. Так, ты сам еврей. Аслан, Крымский мост, Эхитнег, Хамуат, Хамуат, я не применяю такие жесткие методы, может, да? Так, Ичкерия это где вообще? Это вот здесь, где он, и вот здесь, где он. Ну а фашистам не понять этого. Азербайджанский клан хотел бы увидеть наряду со всеми. Обязательно, как только вы объявите какую-нибудь мощную противостояние фашистской России, там появится сразу же азербайджанский флаг. Да. Литва и Латвия, между прочим, объявили спонсорами террористов фашистскую Россию. Да. Ирак, так, ты поддерживаешь евреев? Я поддерживаю евреев. Да. Скажи, почему Тузик и другие критикуют Ахмеда Закаева? Ну, борьба за власть, агентура там против своих там каких-то дел. Я вообще... Мне не важно, что такое Тузик, что такое поддерживает оно кого-то, какое это имеет значение. Это враг чеченского народа, враг мусульман, враг свободных людей. И какая разница, что она говорит? Вы мусульманин? Да, я мусульманин. Так, молодец, спасибо. Я делаю дуа, чтобы ты дожил неделю. Боже мой, Диан. А почему неделю? Ты слишком много отводишь мне времени. Мне кажется, это слишком много. Мне достаточно 3 дней, Диан, чтобы сжечь, короче, Лубянку и Кремль. Почему говорите по-русски, если русский народ вам так противен? Нет, Елена, русский народ мне не противен, во-первых, а во-вторых, русские фашисты
империалисты, русисты не поймут меня, если я буду говорить на чеченском, и у них не будет подгорать. Поэтому, извините, я пока немножко попользуюсь вашим языком. Они тут про политику, а я просто вижу красивого, интеллигентного человека. Дуже дякую, бунтарка. Спасибо, да. Как могут евреи поддерживать украинский... Как могут евреи поддерживать украинский фашизм? Конечно, я очень трудно переношу вашу психологию, ваше нарушение, ваши причинно-следственные связи, но могу сказать, напомнить, что президентом Украины является еврей, главным оппозиционером в Украине является еврей, генеральный штаб возглавляет русские, тот самый русских, которых так все там гнобили, всех убивали, этих русских и так далее. И так далее по цепочке. Там и русских, и евреев, и чеченцев. Генерал, кстати, у них есть чеченец. Полным-полно там разных. Украинцы самые толерантные, самые хорошие люди. И славян, давайте так скажем, которых я встречал, с кем я общался, скажем так. Самые и в этом плане и борцы за свободу, как и мы, чеченцы, и этим мы друг другу близки, да. Поэтому как-то так, да. Поэтому поддерживать украинский фашизм, евреи, бред просто. Вы такой пишете, что иногда мне трудно понять, с кем я говорю. Просто я говорю с человеком адекватным или не очень. Критикует Аллах, за что он критикует в Индикам Хада. Так, друзья, я заканчиваю мой стрим. Извините, друзья. Кто евреев не любит, давитесь завистью. Да, полностью поддерживаю. Это самый настоящий фашизм, который навязан извне. Чеченцам никогда евреи не делали ничего плохого. Как и украинцы, кстати. Кроме фашистской России и еще немножко раньше татаро-монголы, ни с кем у нас конфликтов не было. На Кавказе мы друг с другом не воевали. Мы вообще ни с кем не воевали. И такая большая ошибка считать, что чеченцы какие-то там отмороженные воины. Нет. Мы отмороженные воины, защищая свое. Но никогда мы не вели никаких войн. Евреи никогда к нам не приходили. Украинцы не приходили. Никто к нам не приходил с войной. Может, какие-то конфликты были. Может, кто-то кого-то на деньги кинул когда-то. Где-то. Всякое бывает в жизни. Но чтобы народы наши никогда не воевали. А те люди, которые считают, что евреи... Я имею в виду чеченцы, за остальных мне. За всю мусульманскую уму я ответить не могу, потому что как таковой ее не существует. Есть очень много разнообразных течений там и так далее, где друг другом воюют и так далее. Кстати, опять же, чеченцы не воевали ни с грузинами, ни с осетинами, которые не являются мусульманами на Кавказе. Хотя, я думаю, все понимают, что при желании мы могли бы и с теми, и с другими повоевать, потому что мы с намного большим противником, в который они же входили, с ними сражались и ничего, нормально, долго, много лет могли вести успешно войну. Вот о мусульманах так не скажешь. И вот нам навязывают, что какой-то там Ясир Арафат или Машаль какой-то там приезжают и говорят, Чечня внутреннее дело России, целует Ельцина в лобик, Ясир Арафат, когда еще был жив, хотя их обоих уже нет. А мы должны, значит, поддерживать. Я еще раз говорю, Палестина внутреннее дело Израиля. Да, мне очень жаль, что палестинский народ находится в таком трудном положении. Но он находится в 1000 раз лучшем положении, чем мой чеченский народ, во-первых. Во-вторых, я в этом не виноват, что он в таком положении находится. Понимаете, у меня есть своя проблема, я буду свою проблему решать. Я отношусь ко всем, любой полиции, любой власти, которая если убьет или побьет даже незаконно какого-нибудь палестинца или палестинку, я категорически против этого. Но я с другой стороны понимаю, что полиция должна наводить порядок. И если это страна Израиль, то это израильская полиция должна наводить. И если она не наводит порядок, то позор этой полиции. Она не должна переходить рамки.
которые отведены законом и так далее. А если национализм какой-нибудь, там неприязнь личная у евреев и у там арабов, конечно, есть. А что, разве арабы это скрывают? Разве евреи это некоторые скрывают? Нет, говорят прямо, воюют, убивают друг друга. Ну что ж поделать, они должны сами разобраться с этим вопросом. Поэтому я дружу с евреями, у меня есть очень хорошие друзья евреи, с которыми я дружу, и я считаю, достойные люди, с которые достойны, с кем можно дружить. Но я дружу не только с евреями, со всеми дружу, и с русскими дружу. Так что никаких проблем в этом нет. А все остальные, которые не понимают, их используют для того, чтобы какую-то аляксу защитить, там рассказывают сказки, одновременно они потом с русскими, где нас убивают. Там якобы кто-то там аляксу там разрушил или не дал пройти помолиться им там. А нас населенными пунктами сжигают. Так я должен за какое-то кирпичное здание, даже если оно было очень древним, его поддерживать. А они, убивающих людей, мусульман, женщин, детей, не должны их поддерживать. Значит, они должны сказать, Чечня внутреннее дело фашистской России, а я должен сказать, что я должен сейчас поднять 40 тысяч маджахедов и пойти захватить Иерусалим. Но это кретинизм, дорогие друзья. Это я к чеченцам отношусь. А остальные, как мне абсолютно хотите, да, конечно, я против любого проявления расизма, ксенофобии, любой формы. Но не могу я всем указывать. Я могу только чеченцам объяснить. Чеченцы, у нас друзья только чеченцы. Мы сами себе друзья. Найдем мы союзников. Вот с Украиной мы найдем союзников, с Израилем мы найдем, с арабами мы найдем, и с турками найдем, пожалуйста, с американцами, с кем угодно. Но только если они нам друзья. А если они хотят, чтобы так попользоваться, ты, брат мусульман, иди сражайся в Сирию, иди в Ирак сражайся, иди там в Палестину, Афганистан. Нет, нет. Не надо никуда ездить. Ни за кого никто нам не воюет, не помогает. И мы ни за кого не воюем и не помогаем. Вот как-то так, друзья. Поэтому всего самого хорошего, да. Слава Ичкерии, слава Украине, слава Израилю, слава Соединенным Штатам Америки. Все будет Ичкерия. Адикёль Машо. Всего самого хорошего, друзья. Всего самого хорошего. Адикёль Маш Ойл.